В данной работе на основе чеченских преданий и научно-исторических трудов вы узнаете много нового про такое чеченское общество, как акинцы-ауховцы, их связи с тайпом Вашандарой, их связи с древними скифами и не только. Аух – это историческая область расселения акинцеев-ауховцеев в Терско-Сулакском междуречье. Акинцы-ауховцы там проживали с очень древних времен. Сегодня исторический Ауховский район носит новые названия и находится на территории современного Новолакского, Хасавюртовского, Казбековского, Бабаюртовского, Кизилюртовского районов Дагестана. До 1922 года исторический Ауховский район входил в состав Чеченской Республики. Акинцы-ауховцы говорят на акинском, ауховском диалекте чеченского языка. Акинцы делятся на два обозначения. Горные акинцы, тайп, род, лам-айк-кии, а также равнинные акинцы, проживающие в Дагестане, в бывшем историческом Ауховском районе. Акинцы-ауховцы представляют союз тайпов, союз родов, тукхум, айк-кий. Их свойственно называть как акинцы-ауховцы, либо просто ауховцы. Надо отметить, что некоторые горные акинцы твердо утверждают, что они были не тайпом, а составляли большое племя из множества родов, тоже представляя классический тукхум. Акинцы в целом, как горные акинцы и акинцы-ауховцы, традиционно считаются группой чеченцев. Некоторые из числа и горных акинцеев и акинцеев-ауховцеев относят себя к отдельному народу, выделяя себя таким общим самоназванием, как акинцы, подразделяясь внутри этого самоназвания на такие группы, как горные акинцы, либо же акинцы-ауховцы. По традиционным чеченским преданиям считается, что от горных акинцеев в некий период мигрировала их часть в исторический Ауховский район, где они включали с течением времени разные части других нахских тайпов, так образовались акинцы-ауховцы, дукхум, айк-кий. Также, по традиционным чеченским преданиям считается, что от горных акинцеев в некий период мигрировала их часть на равнину, где они включали с течением времени разные части других нахских тайпов, так образовались орстхайцеи, карабулаки, тукхум, орстхай. Считается, что эти две миграции произошли в период около 15-16 веков, но однако, если мы возможно можем согласиться с этим насчет тукхума, орстхай, то касаемо акинцеев, ауховцеев, тукхума, айк-кий, здесь следует сделать отступление, так как есть информация, что акинцы-ауховцы проживали в историческом Ауховском районе, еще в глубочайший древнейший период, далеко задолго до 15-16 веков. Давайте перейдем более подробно в историю акинцеев-ауховцеев. История ауховцеев достаточно сложная, мало кто знает, что ауховцы имели отношение к скифскому племени, а также они имели очень тесные контакты с хазарами, они даже выступали с хазарами в совместных военных походах, как известно в общей массе трудов научно-исторической науки, а также из древнего научно-исторического грузинского труда Леонтий Мравели «Жизнь картлийских царей». Влияние хазар на Кавказе было очень сильным, если хазары видели в ауховцах хорошую военную силу. Это говорит о том, что ауховцы были хорошими воинами и были хороши в своей общей сплоченности, а также дисциплине. Чеченский историк Амин Тесаев в своем труде подмечает, что в древности ауховцы упоминаются древнегреческим историком Геродотом. Древнегреческий историк Геродот упоминает в V веке до нашей эры в своей рукописи скифское племя Аухат, которое локализуется на Кавказе. По мнению чеченского историка Тесаева, скифское племя на Кавказе, названное Геродотом Аухат, это современные ауховцы. Также чеченский историк Тесаев объяснил в этом научно-историческом видеотруде, что ученые-генетики в своих исследованиях определили, что к западным скифам, генетически самыми близкими, оказались чеченцы. Из всего этого выходит, что чеченцы-ауховцы проживали в историческом Ауховском районе еще в глубочайший древнейший период, еще в V веке до нашей эры, то есть даже задолго до их миграции с гор. Из этого можно допускать вывод про первичную миграцию ауховского общества из исторического Ауховского района в горы, а затем их обратный миграционный процесс из гор в исторический Ауховский район. Кроме того, теперь не вызывает сомнений, что чеченцы-ауховцы в древности имели отношение к скифскому племени, скифы, это известные во многих научно-исторических трудах, предки сарматов, предки алан. Кстати, об этом говорил и сам Амин Тесаев на своем YouTube-канале, который так и называется. В целом,
про отношение чеченцев-ауховцев к скифам, а также их пребывание в историческом Ауховском районе еще в глубочайший древнейший период, еще в V веке до нашей эры. Безусловно, очень интересная и ценная информация. Смотрите видеотруд чеченского историка Амина Тесаева. Историка Тесаев, чеченцы Терско-Сулакского междуречья, Аух и Салатавия, выпуск 51. Что нам делать со следующим фактом? У Геродота, 5 век до нашей эры, упомянуто скифское племя Аухат. Ат – это этноформант, как в русском языке ци, там чеченцы и так далее, поэтому здесь основа аух. Значит, это, скажем, современным языком ауховцы. Локализуется это племя, скифское племя на Кавказе. Значит, кто-то скажет, какая связь между чеченцами и ауховцами, вернее, с племенем Аух, Аухат и областью Аух. Известно, что международная группа, это 24 автора, провели митохондриальные ДНК-анализы и удостоверились в том, что из 86 претендентов, народов, которые так или иначе претендуют на скифское наследство, к западным скифам самыми близкими оказались именно чеченцы. Сегодня, как известно, исторический Ауховский район находится в Дагестане, но если следовать чеченскому историку Тесаеву, о проживании с глубокой древности там чеченского ауховского племени можно говорить уверенно. Выходит, из видеотруда чеченского историка Тесаева, ауховцы проживали в историческом Ауховском районе в глубочайший древнейший период, еще около V века до нашей эры, то есть задолго до XV-XVI веков, то есть задолго до их миграции с гор. Хотя, конечно, такую информацию, возможно, многие не воспримут серьезно, ведь по традиционным чеченским преданиям считается, что акинцы-ауховцы – это выходцы из горной Аки, которые мигрировали в исторический Ауховский район в XV-XVI веках. В своем научно-историческом труде чеченский историк Лича Ильясов пишет, в XV-XVI веках часть акинцеев мигрировала на восток, в Ичкерию, а также в районы расселения нахского племени Авхой. Сегодня это западные районы Дагестана. Труды Лича Ильясов, «Тени вечности». То есть по чеченским преданиям и труду чеченского историка Ильясова получается, что от горных акинцеев будущие акинцы-ауховцы эмигрировали где-то в районе XV-XVI веков, а как утверждает чеченский историк Амин Тесаев, упоминаемое древнегреческим историком Геродотом в своей рукописи, на Кавказе скифское племя Аухат, известное еще в V веке до нашей эры, несомненно связано с ауховцами. Получается, если следовать уже этой версии, акинцы-ауховцы проживали в историческом Ауховском районе еще задолго до их миграции с гор. Выходит, можно допускать, что первоначально равнинные акинцы-ауховцы в какой-то период заселили Акинские горы, по каким-то причинам, а далее снова стали возвращаться в исторический Ауховский район. Вполне также можно допустить гипотетически, что такое название как Аух произошло от в глубокой древности там обитавшего скифского нахского племени Аухат. Вероятно, их название было Аухат-цей. Далее это было племенное название, которое, возможно, в дальнейшем трансформировалось и стало известно как Ауховцей. Даже, быть может, произошла такая трансформация племенного названия как Аухат-цей, Ауховцей, Акинцы. Это, конечно, лишь гипотеза, которая далеко не претендует на историческую истину, которая требует серьезной проверки историков, но мы сочли нужным ее привести. Стоит добавить, чеченский историк Адил Султанов в газете «Грозненский рабочий» выпуска 19 апреля 1990 года написал научно-историческую статью, посвященную ауховцам. Он писал, в научной литературе акинцы, ауховцы известны со времен установления русско-чечено-ингушских связей XVI-XVIII веков, а также по отрывочным сведениям об Аухе и его жителях XVIII-XIX веков. В то же время нет ни одного исследования по истории этой этнической группы до XVI века, и создавалось впечатление, будто до указанного периода ее не существовало. Но это далеко не так. Акинцы, ауховцы являются одним из крупных подразделений чеченского народа,
сложившимся в результате долгого исторического развития. В настоящее время они проживают на территории современного Дагестана, в Хасавюртовском, Навалакском, Казбековском, Баба-Юртовском районах. Сами же акинцы, ауховцы сохраняют свое этническое самосознание, выделяясь в отдельную этнотерриториальную группу. В настоящее время их насчитывается более 70 тысяч человек. Вообще наиболее ранние сведения об акинцеах-ауховцеах относятся к началу нашей эры. К большим подспорьям могут служить, по нашему мнению, результаты археологических исследований, проведенных во второй половине 60-х годов экспедиции Ленинградского госуниверситета под руководством А.В. Гадло на территории Ауха. Памятником для раскопок были выбраны остатки крепости, называемой акинцеами, ауховцеами, Газар-Гала, что соответствует тюркскому Кьязар-Кьяла, то есть Хазарская крепость. Характеризуя этот памятник, А.В. Гадло пишет, что он представляет собой типичный рядовой комплекс, включающий остатки городища, насыщенный керамикой, аналогичный для большой группы бытовых памятников Восточного Предкавказья. Городище, по мнению ученого, просуществовало до конца IX века, что совпадает со временем максимальной хазарской экспансии на Северном Кавказе. Выделяя время активного существования памятника с I века до нашей эры по VIII-IX века, А.В. Гадло отмечает, что именно в этот период могло возникнуть у бытовавших в верховьях реки Ерыксу-Вайнахов название урочища Газар-Гала, определившее место хазарского укрепления, которое контролировало дорогу из степи в горы. То есть ученый-археолог Гадло отмечает, что крепость относится к началу нашей эры, а в то же время крепость существовала в период хазарской экспансии на Кавказ. В это время, по мнению Гадло, жившие там вайнахи дали название этой крепости Газар-Гала, то есть, как подмечает чеченский историк Адил Султанов, что соответствует тюркскому Кьязар-Кьяла, то есть Хазарская крепость. То есть, обитание чеченцев-акинцеев-ауховцеев, по данным археологии в начале нашей эры в историческом Ауховском районе не вызывает сомнений. Далее Адил Султанов пишет: заселенность этой территории к началу нашей эры не вызывает сомнений. Это подтверждается и наличием здесь культурного слоя местных аборигенов. Немногочисленные археологические исследования, проведенные на территории Ауха, свидетельствуют о беспрерывности оседлых традиций населения данного региона. В источниках V-VI веков мы также находим свидетельства об акинцеах, ауховцеах. Так, сирийский источник, хроника Захария Ритора, в числе 13 народов Северного Кавказа называет и племя Аугар, под которым можно видеть акинцеев, ауховцеев, аук, аух-ар, суффиксы множественного числа. В середине VI века наследный принц персидского престола Хасров I Ануширван строит на Кавказе 360 крепостей и городов в качестве пограничной полосы против нескончаемых набегов кочевых племен из Поволжья и северокавказской низменности. Среди этих крепостей и городов названы Гилян, Кашан, сюда же переселено и племя Маскат или Маскат. Ни в Закавказье, ни на Северном Кавказе нет местностей, хотя бы отдаленно напоминающих название этих крепостей или же племени. Единственным исключением из этого является Аух, на территории которого встречаются все три названия сразу. Эти названия до сих пор существуют в названиях населенных пунктов Гилян, Кэшен, Мискеты. Все три населенных пункта расположены в предгорной полосе Ауха, в стратегически выгодных точках, как бы прикрывая проход в горы. Таким образом, мы видим, что по письменному источнику хроника Захария Ритора в начале нашей эры упоминается местность исторического Ауховского района, естественно, исходя из чеченских преданий в целом, существование там акинцеев, ауховцеев в это время не вызывает сомнений. Даже, судя по всему, акинцы ауховцеев в какой-то период вместе с персами отбивали набеги кочевых племен из Поволжья и северокавказской низменности. Далее Адил Султанов пишет: новое свидетельство об акинцеах, ауховцеах приносит нам период арабских походов на Северный Кавказ, в частности, описание похода арабских войск под предводительством Мервана ибн Мухаммеда против войск Хазарского каганата. 735-736 годы. В описании похода есть такой отрывок: после взятия Киши и разрушения Хасни-Хиснума, Мерван двинулся в сторону Сермер, Сермес или Серм. Пройдя Дарьял,
Мирван мог пройти через плоскостную либо предгорную часть современной Чечено-Ингушетии. Затем он должен был пройти к области Сермер или Сермес, под которыми исследователи видят Нагорный Дагестан. Добраться же до Сермера он мог только через Аух, что полностью согласуется с упоминанием Кишеи и Хасни-Хиснума как населенных пунктов Ауха. Период от окончания арабских походов до начала монголо-татарского нашествия вполне может соответствовать, по нашему мнению, времени наибольшего освоения Терско-Сулакского междуречья, которое акинцеи называют Паана-Мохк. Благодатная необитаемая земля. Итак, начало нашей эры, согласно письменным и археологическим сведениям, застает акинцеев, ауховцеев в Терско-Сулакском междуречье. Но под натиском кочевых племен часть жителей Ауха поднимается в предгорье и горы Ауха и Ичкерии. Другая же часть уходит в горы Чечни и Ингушетии, район Нашаха. Население Ауха, таким образом, оказывается разделенным надвое. В грузинском источнике начала XI века в числе местностей Нашаха упоминается и местность Ламаки, Ломаки, Горная Ака. В период между VII, серединой VIII веков и после арабских походов, конец VIII, IX веков, часть акинцеев из Горной Аки могла вернуться в Аух. Именно здесь они получили от хазар имя Гачалкей, ушедшие когда-то, но вернувшиеся. К периоду IX-XII веков мы и относим оформление на территории Ауха двух крупных обществ. Акинцы, расселившиеся между Сулаком и Аксаем, стали называться Пхьярчхой, Парчхоевцеи, а их территория Пхьярчхашка, Айкха или Шерча Айкха, Старая Ака. Расселившиеся между Аксаем и Сунжей, Тереком, Гачалкой, Гачалкаевцеи, а их территория Гачалка, Айкха или же просто Ака. Таков, по нашему мнению, процесс расселения акинцеев, ауховцеев в Терско-Сулакском междуречье. О последующих же событиях XIII-XIV веков сохранились уже более обширные сообщения в ауховских хрониках и свидетельствах летописцев похода Тимура. Поэтому, подводя итог всему сказанному, мы не можем согласиться с довольно устоявшимся в современной исторической науке мнением, согласно которому Терско-Сулакское междуречье было заселено акинцеами, ауховцеами только в XIV-XVI веках. Это не соответствует, на наш взгляд, истине. Более подробно смотрите труды А. Адил Султанов, газета «Грозненский рабочий», 19 апреля. 1990 год. Статья «Благодатная земля Паана, Мохк». Также эту газету вы можете найти на сайте Ака Чеченцы Акинцы. Статья «Благодатная земля Паана, Мохк». Из этой достаточно сложной, но в то же время с целой массой доказательств научно-исторической статьи чеченского историка А. Адил Султанова мы можем видеть, что, судя по всему, действительно, вопреки традиционным чеченским преданиям, самая первая миграция акинцеев-ауховцеев произошла не от горных акинцеев в исторический Аух, а по всей вероятности, дело обстояло даже наоборот. В глубочайший древнейший период акинцы-ауховцеи вышли из исторического Ауха в горную местность Лом-Аки, Горная Ака, а далее они снова через определенное время стали мигрировать в исторический Аух. Здесь стоит понимать, что исходя из всех только что приведенных данных, судя по всему, вопреки традиционным чеченским преданиям, предками горных акинцеев могли быть акинцы-ауховцеи, ауховские акинцы. Также стоит понимать, что, судя по всему, акинцы-ауховцеи проживали в историческом Аухе в очень древний период, который можно отнести к V веку до нашей эры и который можно отнести к началу нашей эры. Теперь, когда мы поняли, что предками горных акинцеев могут быть ауховские акинцы, акинцы-ауховцеи, давайте перейдем к более подробной истории ауховцеев, приводя интересные научно-исторические труды и так далее. Про акинцеев-ауховцеев, к примеру, научно-исторический труд сообщает, в 1840 году акинцы-ауховцеи наряду со многими другими северокавказскими народами и народностями участвовали в Кавказской войне на стороне северокавказского имамата. Труды ауховцеи. Географическо-статистический словарь Российской империи. 1863 год. Еще один научно-исторический труд сообщает в целом про тяжкую судьбу акинцеев-ауховцеев. Там пишут предки современных чеченцев,
населяющих сегодня территорию Дагестана, проживали здесь еще в глубокой древности. Данные археологических раскопок поселений и могильников Хазар-Калинского, Новолакского, Ямансу, Балансу и других подтверждают наличие вайнахского элемента в Терека-Сулакском междуречье. То обстоятельство, что здесь население сохранило в своей разговорной речи более древние формы вайнахских языков, свидетельствует об обособлении этой части этноса в самом начале процесса внутриэтнического разделения вайнахов. Люди издревле именовали себя в этих местах акинцеями. Но к ним применялось также и другое этническое имя – ауховцеи, что и привело к образованию двойного названия – акинцы, ауховцеи. Многое перенесли они в этом крае, расположенном в зоне пересечения торгово-экономических и военно-политических связей громадного евроазиатского материка. Приходилось вступать в контакты с персами и хазарами, арабами и татаро-монголами, с целым сонмом других племен и народов. Отношения с персами были весьма разнообразными, именно они стали строить здесь первые укрепления. С хазарами у акинцеев, ауховцеев были не только интенсивные экономические связи, но и крупные совместные военные выступления. В хазарско-арабских войнах участвовали ауховские, акинские отряды, возглавляемые опытным предводителем Агуки Шагином. С арабами у акинцеев, ауховцеев были весьма недолгие прямые контакты. Арабы вели упорную борьбу за эту территорию, причем закрепиться на ней им так и не удалось. Однако влияние их оказалось огромным. Ислам вошел в жизнь акинцеев, ауховцеев, регламентировал повседневный порядок поведения, в определенные исторические периоды определял их политическую идеологию. Спустя примерно 500 лет татаро-монголы были встречены акинцеями, ауховцеями как неверные. Для населения Ауха изнурительная борьба против татаро-монголов на протяжении XIII-XIV веков в целом вызвала значительный регресс в развитии. Почти все равнинные и часть предгорных поселений были разорены и стерты с лица земли, ухоженные поля превратились в пустыню. С XV века начинается новый этап в развитии Терско-Сулакского междуречья. Возвращается местное население и прибывают новые группы вайнахов, восстанавливается и быстро развивается хозяйственная жизнь края, налаживаются связи с другими народами Кавказа, устанавливаются взаимоотношения акинцеев, ауховцеев с Россией. Первоначально контакты акинцеев, ауховцеев с русскими развивались мирно, о чем свидетельствует союзный договор 1588 года. Однако достаточно скоро характер отношений стал меняться. На наш взгляд, это было обусловлено двумя факторами. Акинцы, ауховцеи продолжали жить, сохраняя формы общинной социальной организации. Их общественный строй казался набирающей мощь государственной машине России примитивным, не заслуживающим внимания в процессе принятия каких-то серьезных решений. Но, наталкиваясь на неожиданное сопротивление, российские власти проводили карательные акции. В 1785-1791 годах пастух Мансур Шурма, став имамом, объединил горцев и возглавил их борьбу против царских войск. К нему присоединились акинцы, ауховцеи, которые выдвинули также и своих собственных лидеров. Подавление этого движения привело к массовому истреблению акинского, ауховского населения и насаждению колониальной администрации в равнинных районах. Однако это было лишь прелюдией Большой Кавказской войны, развернувшейся в 20-50-х годах XIX века. Поскольку российское правительство не хотело соглашаться на существование здесь каких-либо форм государственности отдельных народов, борьба сразу приняла бескомпромиссный характер. Для всех частей чеченского этноса Кавказская война по своей сути являлась национально-освободительной. Ожесточенные военные действия поставили акинское, ауховское население на грань физического уничтожения. Люди не только гибли, но и тысячами бежали из родных мест в Турцию, Сирию, Иорданию. Чтобы узнать более подробно про все эти события, смотрите труды «Чеченцы-акинцы», «Ауховцеи» и их гражданские формирования. Ю. Геокальчук, А.А. Адил Султанов. Как видно из этого труда, акинцы-ауховцеи на протяжении многих лет существовали в очень тяжелых условиях, где им приходилось постоянно вести ожесточенную борьбу с разными захватчиками и царскими войсками. В связи этого, живя в постоянной жестокой борьбе, акинцы-ауховцеи были на грани уничтожения как этноса. И интересно и то, что чеченский сайт представителей тайпа Вашандарой, другое известное в Чечне название тайпа также Вашандарой, Важдарой,
Ваштархай опубликовал научно-историческую статью, где написано следующее: многие представители нашего тейпа Ваштарай слышали от стариков о родстве Ваштарай с Акинцеами, а некоторые – с Орстхой. Генетические исследования, проведенные Техасской лабораторией FCDNA, показали мое генетическое родство с Акинцеем 400 лет и Орстхайвцеем 600 лет назад. Это означает, что еще в 15-17 веках у Акинцеев, Орстхай, Ваштарай были общие предки. Смотрите источник о родстве Ваштарай с Акинцеами и Орстхай. Это подтвердил на своем YouTube-канале и руководитель чеченского ДНК-проекта Chechen Nauvchi DNA Project чеченский ученый Пахрудин Арсанов. Он объяснил, что, к примеру, большинство братских генетических ветвей Тукхума, Орстхай, если говорить про орстхойские тайпы, Мержей, Сейечей, имеют родство с Ваштарой, объяснил Арсанов. Источник YouTube-канал Пахрудин Арсанов. Видео, первый эфир в Инстаграме. Как мы поняли на сайте Тайпа Вашандара, информация про Акинцеев в целом, как горных Акинцеев, так и Акинцеев-Ауховцеев. Интересно и то, что по чеченскому ДНК-проекту Chechen Nauvchi DNA Project видно, что, например, у Тайпа Вашандарой, помимо гаплогруппы J2, встречается множество представителей гаплогруппы G2. Это такие фамилии, как Тайсумов, Габаев, Дакаев, Сардалов, Исаев, Тисаев, Гайтукаев, Сулейманов и другие. Есть также, например, носитель G2, представитель орстхойского тайпа Цеечей Юсупов, и также носитель G2, представитель Акинского общества Бикмурзаев. Помимо прочего, касаемо фамилии Бикмурзаев, чеченский ученый Хусейн Чакаев, сотрудник чеченского ДНК-проекта Chechen Nauvchi DNA Project, объяснил на Фейсбуке, что Бикмурзаев коренной Акинице, представляющий горно-акинский тайп, род Лам-Айккии. Мало того, Бикмурзаев прямой потомок Вакхалапулы, исторического персонажа и одного из основателей Акинского общества в Горной Чечне Галанчожского района. Эту информацию опубликовали на Чеченском научно-историческом форуме. Смотрите источник. Громос, Чеченская республика, чеченцы, Тейпы, Айккии, Дарьяльское ущелье, принадлежало чеченцам Дударовым. В данной ситуации некоторым псевдоисторикам, которые считают гаплогруппу J2 исконно нахской, хочется привести один научно-исторический источник. Это статья, интервью Пахрудина Арсанова, руководитель чеченского ДНК-проекта Пахрудин Арсанов объясняет: главное, люди должны понять, что гаплогруппа сама по себе не определяет национальность. Такие же гаплогруппы есть у многих народов в мире. Национальность возможно определить только узнав ветку, субклад, внутри каждой гаплогруппы. Гаплогруппы L3, Q и соответственно чеченские ветки в них очень давно участвуют в этногенезе и формировании чеченского народа, так же как и G1, J2, G2 и так далее. И соответственно части этих гаплогрупп, оказавшиеся в какой-то исторический период на определенной территории в определенное время, создали общность под названием чеченский народ. Так это у всех народов мира. В этом ни один народ не уникален, это аксиома. Часто слышим, что гаплогруппа J2 исконно нахская. Даже сложилось мнение, что носители других гаплогрупп пришлый элемент, нарушивший царившую идиллию чистокровия. Это, конечно же, больное воображение больных людей. Ну давайте тогда объявим J2 чувашей, башкир, татар, армян, грузин, азербайджанцев, итальянцев, курдов, арабов, евреев и так далее тоже нахами. Это же абсурд. Смотрите научно-историческую статью интервью Пахрудина Арсанова о чеченском проекте ДНК. Чтоб вы понимали, речь идет о том, что главное это не гаплогруппы, а ветви в них, субклады. Смотреть нужно именно ДНК-ветви. То есть, к примеру, на Кавказе, предок чеченского происхождения может быть и у G2 и у J2, потому что в них очень давно уже повально чеченские обособленные ветви. Эти гаплогруппы и чеченские ветви в них очень давно участвуют в этногенезе и формировании чеченского народа. Кстати, в одной научно-исторической статье приводит одну из версий первого обитания гаплогруппы G. Там пишут следующее: гаплогруппа G, вероятно, образовалась вблизи Кавказских гор, где она имеет наибольший процент современной концентрации и разнообразия. Ее члены рассеялись в Центральной Азии, Европе и на Ближнем Востоке во время наступления неолита.
Смотрите источник, гаплогруппа GUI ДНК человека на сайте Игоря Гаршина. Глава распространения гаплогруппы GUI ДНК. Таким образом, если следовать этой информации, можно допустить, что первично гаплогруппа G зародилась на Кавказе и она является коренной автохтонной. В целом, это все интересно, что акинцы в целом, как горные акинцы, так и акинцы ауховцы, могут быть очень близкими обществами с тайпом Вашандарой. Чеченский историк Ахмад Сулейманов в своем научно-историческом труде описывает вашандаройцев как «воинственные». Труды Ахмад Сулейманов. Топонимия Чечни. Вашандарой сегодня известный в Чечне тайп, который имеет отношение к Тукхуму, Шуотой. Тукхум также в Чечне известен как Шатойцеи. В одном научно-историческом труде записано, как турецкий офицер описывает чеченцев в целом и шатоевцев. Турецкий офицер Гусейн Эфенди, волей судьбы оказавшийся среди чеченцев, не скрывая своего изумления и восхищения, писал: «Горцы, воюя с русскими, стоят беспрерывно в боях, не получая ни денег, ни продовольствия, ничего в буквальном смысле. Я боюсь Аллаха не сказать правды, что горцы, в особенности шатоевцы, стоят много. Им не страшен ни враг, ни мороз, ни бедность, по первому моему клику выступают в поход. Если мы их не поблагодарим, то Аллах их поблагодарит. Я турок, но они чеченцы и за веру стоящие. Смело скажу, не видел ничего подобного. От горцев никогда не оторвусь». Смотрите труды, что говорили о чеченцах другие народы. Мужской характер чеченца. Вообще действительно надо отметить, что в чеченских преданиях шатойцы довольно хорошо известны своим нравом как непокорные и воинственные. Интересен и в общекавказских преданиях и тот факт, что во время Большой Кавказской войны многие славянские беженцы переходили на сторону имама Шамиля. Немало русских видело в царской политике большую несправедливость по отношению к горцам, к тому же многое в поведении непокорных горцев русским нравилось, а в том числе, они забывали все от вида красоты горянок, они не хотели воевать против этих людей, вступали в имамат Шамиля, принимали ислам и сражались вместе с горцами против царизма. Были и такие. Приведем еще научно-исторические труды про всех акинцеев в целом. Что же касается названия всех акинцеев в целом, айкки, то есть в науке разные версии. Чеченский историк З. А. Тисаев в своем научно-историческом труде приводит интересную информацию касаемо названия айкки, которое относится ко всем акинцеам. Про это название ему поведал Х. М. Эль-Мурзаев. В работе Тисаева записан его рассказ такого содержания. «Я слышал от старших, что нас назвали айкки, потому что предки нашего племени очень любили коней. На них они мчались по всему белому свету. Когда в войнах мы пережили трагедию, близкую к полному исчезновению, наши предки, не желая сдаваться и идти на поклон врагу и соседям, перешедшим на их сторону, уходили с тех мест, и это было не раз. Говорят, поэтому нас назвали айкки, то есть охотники, беженцы, горцы-номады. Как нас только не называли, но это имеет под собой основу. Труды З. А. Тисаев. Области Акайтерлой в материалах Ю. Ш. Тавбулатова. Конец XIV, начало XVI века. Среди ингушей известна также точка зрения, по которой орстхайцеи – это самостоятельный народ, но язык которых близок к чеченскому. По представлению жителей Ольгеты, Орстхай – это реальный народ, родственный акинцеам и молхистинцеам. Сохранившееся до наших дней среди западных войнахов понятие об орстхайцеах как своего рода военной касте в известной мере отражает реальную историю орстхойского народа. Их башни, построенные в верховьях реки Фартанги, считались наиболее совершенными постройками. Труды Волкова Н. Д. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. Москва, 1974 год. Как уже было отмечено в этой работе, ауховцы в древности имели отношение к скифскому племени, известных во многих научных трудах предков сарматов, предков алан, поэтому мы смело можем отождествлять чеченцев акинцеев, ауховцеев как со скифами, также с сарматами, также с аланами. Об этом пишут и научно-исторические труды, рассмотрим их. Все перечисленные сведения полностью отражают картину, изложенную Вильгельмом Рубруком, относительно аланского племени, Акия, Ака и борьбы алан с татаро-монголами, позволяя нам уверенно отождествить данное племя с чеченцами общины Аки.
Труды М. С. Баширов, З. Атисаев. Аланское чеченское племя Аки по материалам письменных источников. В 1253 году через Северный Кавказ в Монголию, а через год обратно проследовал посол Людовика IX, Гильом де Рубрук, в записках которого неоднократно упоминаются некие Акес или Акас. Накануне Троицына дня пришли к нам какие-то аланы, которых называют Акиас, или Акас, они христиане греческой веры, они же занимают громадные горы и ежедневно сражаются с татарами. Аланы на этих горах все еще не покорены, так что из каждого десятка людей с Артаха двоим надлежало караулить горные ущелья, чтобы эти аланы не выходили из гор для похищения их стад на равнине. Ранее нами уже отмечалось очевидное фонетическое тождество названия указанного Вильгельмом Рубруком племени Акия-Ака с чеченским племенем или общиной Аки и областью Ака. Данная работа в целом говорит о том, если эту работу внимательно анализировать, что акинцы, как горные, так и акинцы-ауховцы, имели отношение к аланскому обществу. Смотрите труды «Чеченский аух» и «Западный Прикаспий» в источниках и документах. М. С. Баширов, З. Атисаев. Равнинных акинцеев, как и близкородственных им соседей, получивших впоследствии у кумыков и русских ими карабулаков, горцы-вайнахи называли Эрштхой, что значит степняки, или живущие на равнине. Акинцы Эрштхой не порывали связей с лам-акинцеями, осознавая свое племенное единство с ними. Связи между горными и плоскостными группами вайнахов были необходимы как для хозяйственных, так и для военно-политических нужд. Плоскостные акинцы, выступая на арене истории как часть аланского раннегосударственного образования, были довольно могущественны. Они, по-видимому, контролировали не только часть предгорных равнин, но и зону Черных гор с их лесами и выходами на плоскость. Труды В. Б. Виноградов, С. С. Умаров о некоторых ранних вайнахских этнонимах. Анализируя эти научно-исторические труды, касаемые акинцеев и аланского наследия, мы можем говорить уверенно, акинцы, как горные акинцы, так и акинцы-ауховцы, имели прямое отношение к аланскому племени, а также к аланскому государству. Естественно, мы также считаем, что вероятнее всего, к аланскому племени и аланскому государству имели отношение многие другие чеченские общества, а также другие народы Кавказа. В целом, после изучения многих разных научно-исторических трудов касаемо аланской истории, на наш взгляд, скорее всего Алания вообще существовала как союзное государственное объединение из разных кавказских народов.